утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Вероника Павлова. Здравствуйте. На календаре пятница, 8 сентября. Сегодня в селе Атрать Алатырского округа откроется офис врача общей практики. Капитальный ремонт длился почти полгода. Здание, которому почти 30 лет, заметно обветшало. Между тем, в медицинской помощи здесь нуждаются больше 1000 жителей села. А до Алатырской больницы 40 километров. Поэтому было решено обновить офис. Строители укрепили фундамент, заменили крышу, утеплили стены. Сегодня утром наша съемочная группа выехала в село Атрать. Все подробности в наших следующих информационных выпусках. Сегодня в столичной 59-й школе покажут возможности новой медиастудии. Ее открыли ровно неделю назад. Юные журналисты уже приглашают гостей. Ребята позвали на первое интервью депутата Госдумы Аллу Салаеву. Мои коллеги тоже в числе приглашенных. О телесотрудничестве расскажем в нашем эфире. Все чаще жители республики используют социальные сети как способ поделиться проблемой. Мы внимательно изучили популярные региональные паблики и готовы рассказать, какие темы наиболее активно обсуждали в интернете на этой неделе. Злополучная лавочка. Вот это каждое утро. Это еще частично я убрала, но тут, извините, я убрать не могу. Жильцы дома 46 по проспекту Ленина не рады соседству с круглосуточным сетевым магазином. Любители горячительного нередко распивают напитки прямо во дворе. К тому же рядом находится 10-я школа. Местные активисты намереваются оградить вход во двор через арку, чтобы обезопасить придомовую территорию. В кромешной тьме приходится жить жителям села Шамурша. Люди негодуют, куда пропало уличное освещение. А жители Алатыря просят местных властей обратить внимание на благоустройство дворовой территории одного из домов по улице 40 лет Победы. Строители уложили новый асфальт, а вот устанавливать бордюры почему-то не спешат. Пожалуй, о таком сопровождении в детский сад мечтает каждый ребенок. В Новочебоксарске в дошкольное учреждение плачущую девочку отвел сам Чебурашка. Акция доброты была незапланированной. Аниматор, у которого был костюм ростовой куклы, решил поднять настроение малышу и маме, и, кажется, у него это получилось. Сегодня в Шамуршинском округе в национальном парке Чуваш-Вармане ждут любителей тихой охоты на грибной фестиваль. В этом году он пройдет уже в 10-й раз. Прихватите с собой корзины и вооружитесь терпением. Опытные грибники поделятся секретами сбора опят, маслят и белых грибов. Главным блюдом праздника, конечно же, станет грибной суп. Его доверят приготовить известному шеф-повару Евгению Шуваеву. Грибной марафон рассчитан на жаворонков, стартует в 7 часов утра, но официальное его открытие состоится в 10 часов. Если вдруг у вас выдался свободный день, то советую посетить грибной фестиваль в Шамурше. Заодно научиться отличать съедобное от ядовитых. Такие познания точно пригодятся. А опытным грибникам пригодятся новые рецепты блюд и заготовок. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».